Здравствуйте, в эфире программа «Экономика и мы», в студии Мадина Албгачиева. Сегодня я расскажу о главных экономических событиях региона. Итак, смотрите далее в программе. Недобросовестная конкуренция. Что это и чем грозит? Справедливость восторжествовала. Удалось отстоять права на выплаты за аварийное жилье. Переводы за считанные секунды на карты любых банков. О системе быстрых платежей поговорим с гостем в студии. Каждый участник рынка стремится получить как можно больше прибыли. При этом для достижения этой цели зачастую используются методы, нарушающие требования законодательства. Итак, за какие действия антимонопольная служба может уличить вас в нарушении закона о защите конкуренции? Об этом в сюжете. Когда предприниматели работают в одной сфере, между ними возникает конкуренция. ИП Ивлоев производит кирпич. ИП Мальсагов тоже производит кирпич. Каждый хочет, чтобы люди покупали стройматериалы только у него. Друг для друга предприниматели-конкуренты. Конкуренция – это честная борьба предпринимателей за клиентов. Когда Ивлоев создает кирпич качественнее и дешевле, чем у Мальсагова, это нормальная конкуренция. Недобросовестная конкуренция – это когда предприниматель обманывает клиентов, распускает слухи про конкурентов, паразитирует на чужой известности или как-то еще нарушает закон, чтобы заработать больше денег. Так бороться за клиентов нельзя. Недобросовестная конкуренция – это любые действия хозяйствующих субъектов, направленные на получение преимуществ, которые противоречат требованиям антимонопольного законодательства, требованиям разумности, порядочности, справедливости и, конечно, нарушает нормы обычаи делового оборота. Действия которых нарушают, приносят убытки другим хозяйствующим субъектам на рынке и не дают им возможность реализовывать свою деятельность. Жалобы на нечестных конкурентов рассматривает антимонопольная служба. Антимонопольщики проверяют жалобу, предполагаемому нечестному конкуренту приходят с проверкой. Смотрят документы, спрашивают объяснения. Если жалоба подтверждается, выдают предупреждение или предписание. Итак, чего нельзя делать, чтобы не стать недобросовестным конкурентом? Это дискредитировать конкурента. Дискредитация – это вранье и передергивание фактов о конкуренте. Нельзя писать в интернете и говорить клиентам, что товар конкурента некачественный, цена завышена, а сервис низкий, если этому нет доказательств. В рекламе и названиях нельзя говорить о своем превосходстве без доказательств. В противном случае получается, что остальные товары и предприниматели из этой сферы хуже. Это отпугивает от них клиентов. Вот сейчас у нас находится в производстве дела в отношении индивидуального предпринимателя. Мы не можем, соответственно, персонализировать его данные. Осуществлением рекламы в своей деятельности, используем обозначение таких слов, как «лучший», «номер один», «единственный», который нарушает пункт 1 статьи 14.3 Закона о защите конкуренции. Соответственно, законом разрешается проводить подобную рекламу, если на это есть объективные подтверждающие факторы. Соответственно, у данного индивидуального предпринимателя таких доказательств не было. На рынке она определенного товара занималась этой деятельностью на протяжении 2 лет. Соответственно, реклама была осуществлена то, что она занимается этим видом деятельности на протяжении 10 лет, использовала обозначение, которое противоречит нормам антимонопольного законодательства, и, соответственно, тем самым она могла этими действиями либо причинила убытки другим хозяйствующим субъектам, что недопустимо. В соответствии с чем нами возбуждено дело и уже вынесено решение о недопущении подобного рода рекламы и ее устранения. К способам недобросовестной конкуренции относится и оформление товарного знака, чтобы насолить конкурентам. Товарный знак оформляют, чтобы продвигать свой продукт под брендом и формировать у клиентов ассоциацию качественного продукта вот с этой вот маркой. Если ФАС установит, что бренд оформили, чтобы навредить конкуренту, то они отменят силу товарного знака в Роспатенте. Нельзя продвигать свой товар с использованием известного бренда. Легально работать под брендом можно только по франшизе. Без франшизы нельзя вешать вывески с известным названием, настраивать контекстную рекламу по конкурентам и продавать контрафакт. За паразитирование на товарном знаке конкурент взыщет компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов. Запрещено копировать чужой бренд. Нельзя копировать и имитировать чужой дизайн, этикетки и названия. Клиенты думают, что берут оригинал, а это подделка. За контрафакт конкурент отсудит компенсацию от 10 тысяч до 5 миллионов, а антимонопольщики оштрафуют. Также нельзя использовать коммерческую тайну конкурента. К таковой относятся базы телефонов клиентов, секреты производства, сценарии мероприятий, рецепты еды и другая информация, которая помогает зарабатывать. Информация становится тайной, если у конкурента оформлены нужные бумаги, а конкурент
клиентов и сотрудников предупредили под подпись, что информации нет для разглашения. Проблема борьбы с недобросовестной конкуренцией на сегодняшний день достаточно велика, и она может быть решена только путем взаимодействия правоохранительных органов, судебной законодательной власти, самих правообладателей, а также иных организаций, в том числе патентно-правовых фирм. Система быстрых платежей стартовала в нашей стране в начале 2019 года. Оператором системы является Центральный банк России. Операционное взаимодействие с банками-участниками выполняет национальная система платежных карт. Наконец-то в стране появилась система, которая позволяет совершать платежи и переводы между счетами разных банков именно тогда, когда это удобно клиенту, без отрыва от производства, без похода в банк и других трудозатратных действий. Система быстрых платежей построена на двух основных принципах – мгновенность и срочность. Это значит, что с момента отправки и перевода до его зачисления пройдет менее 15 секунд. При этом переводы в системе можно совершать круглосуточно – 365 дней в году. Даже в выходные и праздники они дойдут до получателя в кратчайший срок. И что немаловажно, комиссии за переводы в системе быстрых платежей значительно ниже, чем при обычных банковских переводах. До 100 тысяч рублей в месяц можно переводить вообще без комиссии. Если сумма больше, банки вправе брать только 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей. Сегодня многие уже оценили преимущество переводов без комиссии, при этом система быстрых платежей помогает экономить не только людям, но и бизнесу. Как именно, узнаем у нашего гостя. А в гостях у нас сегодня Аза Мамилова, заместитель управляющего отделением Банка России по Республике Ингушетия. Здравствуйте, Аза. Здравствуйте, Мадина. Очень приятно, что вы нас пригласили. Приветствую всех телезрителей. Насколько нам известно, в самом начале работы только 10 или 11 банков-участников были в этой системе. Как изменилась ситуация сегодня? На сегодняшний день 63 банка, уже 63 банка предоставляют своим клиентам возможность оплаты посредством сервиса системы быстрых платежей, в том числе все крупнейшие банки. Еще более 20 банков находятся в высокой степени готовности подключения к данному сервису. Немного статистики. На начало сентября уже более 1 миллиона граждан нашей страны воспользовались возможностью оплаты через СБП. Свыше 110 тысяч организаций предоставляют такую услугу своим клиентам. Из них 98 тысяч – это субъекты малого и среднего бизнеса. А в чем преимущество системы быстрых платежей? Система быстрых платежей позволяет не только переводить деньги между счетами в разных банках, но и оплачивать покупки и услуги с помощью QR-кода или по платежной ссылке, в зависимости от того, какой вариант оплаты предложит тот или иной магазин. Торговым точкам выгодно принимать оплату своих товаров и услуг через СБП, потому что это позволяет существенно сэкономить на безналичных платежах. Так, тарифы за прием оплаты через СБП в 2,5, а иногда в 3 раза ниже, чем посредством карт. Нужно сказать, что размер комиссии не превышает 0,7%, а иногда даже для некоторых категорий торговых точек только 0,4%. При этом не более 1500 за платеж. Аза, скажите, а вот это правда, что с июля по декабрь 2021 года государство возмещает предпринимателям комиссии, которые они заплатят банкам за прием платежей через систему быстрых платежей? Ну, действительно, это так. Из федерального бюджета выделено 500 миллионов рублей на эти цели. И возмещение происходит через банк, который обслуживает предпринимателя. Поэтому какие-то нюансы, тонкости для получения этой информации предпринимателям необходимо обращаться в свой банк. Я считаю, что это существенная поддержка для малого и среднего бизнеса. Получается, что фактически за все второе полугодие, то есть с 1 июля по 31 декабря, сервис прием оплаты через СБП происходит бесплатно. Это позволяет не только сэкономить на прием безналичных платежей в целом, но также предприниматели могут предоставить своим клиентам более широкую линейку форм оплаты за товары и услуги. Кроме того, многие компании уже получили субсидию за комиссию по операциям, совершенным в июле и августе, а в настоящее время направляются документы за сентябрьские операции. Есть еще такая категория граждан, как самозанятые. Вот они смогут через систему быстрых платежей получать оплату своих товаров и услуг? Действительно, с 1 октября текущего года самозанятым также стал доступен этот функционал, что позволяет им быть для клиентов более удобными и современными. Для самозанятых действует льготный тариф. Это банковская комиссия, которая не превышает 0,4% от суммы платежа. И, как я уже отмечала, не более 1500 рублей за платеж.
Самозанятым доступны все сценарии приема платежей. Это по QR-коду, по платежной ссылке, по подписке, ну и так далее. А также возврат средств при необходимости. Кроме того, предпринимателю не требуется специальное оборудование, это очень важно. Чтобы настроить у себя такой способ оплаты за товары и услуги, просто необходимо обратиться в банк, а актуальный список этих банков размещен на сайте СБП. Как вообще происходит оплата в системе быстрых платежей? Какие есть виды платежей? Но их несколько, я перечислю основные и расскажу об их особенностях. Итак, первое – это оплата через QR-коды. Сам код может быть размещен на любой поверхности в виде наклейки или бумажного договора. Его можно приклеить на прилавок, на ценник. Он может находиться на экране любого устройства. Это и POS-терминал, и кассовый аппарат, торговый автомат или терминал самообслуживания. Второй вид – это в виде наклейки или распечатки. Это такой штрих-код, который выдает банк. Их можно распечатать и поставить или приклеить в любом удобном месте, возле кассы, на самой кассе, на полке с товаром. В этом случае покупателю нужно просто открыть у себя на смартфоне специальное приложение своего банка и ввести нужную сумму и подтвердить платеж. Деньги поступят на счет магазина моментально, а банк отправит торговой точке информацию уведомление о поступившем платеже. Этот способ удобен может быть таким предпринимателям, как владельцы маленьких кофеен, киосков, например, участникам ярмарок, небольших магазинчиков и на парковках, ну и так далее. Также есть такой вид оплаты по СБП – это QR-код на кассе. Его тоже формирует банк. Он может отображаться несколькими способами. На экране кассы или платежного терминала, любого стороннего приложения, на платежной странице при оплате в интернете. Покупатель, опять-таки, считывает этот код мобильным приложением своего банка, проверяет детали и подтверждает платеж. В перспективе планируется реализовать возможность оплаты через СБП с помощью технологии беспроводной передачи данных. Это обмен данными между устройствами на расстоянии более 10 сантиметров. Таким образом, оплатить покупку в магазине можно будет просто приложив телефон к терминалу кассы. Ну и последний способ, о котором я хотела рассказать, это платежная ссылка. Этот сценарий удобен для интернет-магазинов, и платежная ссылка формируется уже на этапе оплаты покупки. Просто покупателю нужно нажать на эту ссылку, проверить информацию и подтвердить свой платеж. То есть все максимально просто, удобно. Действительно, очень удобно. А для чего вообще создавалась система быстрых платежей? СБП – это национальный проект, и его главная цель – сделать денежные переводы моментальными, безопасными и, конечно, выгодными. Например, если человек переводит не более 100 тысяч рублей в месяц с помощью СБП, для него это бесплатно. Неважно при этом, в каком банке он обслуживается. В результате мы повышаем доступность финансовых услуг для граждан и предпринимателей, независимо от того, в каком регионе проживает этот гражданин или предприниматель. Особенно это важно для жителей удаленных и малонаселенных населенных пунктов. При переводах с помощью СБП не нужно использовать длинный номер карты, вводить реквизиты, какие-то дополнительные коды, пароли. Физлицам просто достаточно знать номер телефона получателя, это или физическое лицо, или предприниматель. Это помогает избежать ошибок при переводах, обеспечивать безопасность транзакций. Ну а для предпринимателей есть несколько видов удобной оплаты, о которых я уже говорила. И, конечно, что самое главное, СБП позволяет сэкономить на комиссиях. Ну и напоследок вопрос, который будет интересовать всех. Насколько безопасна эта система? При построении системы закладывались самые высокие стандарты двухуровневой безопасности. То есть, с одной стороны, безопасность обеспечивается на уровне Центрального банка и национальной системы платежных карт, а с другой стороны, самими коммерческими банками. Хотелось бы подчеркнуть, что мегарегулятор тщательно контролирует соблюдение банками требований о защите информации. Это относится и к банкам, участникам системы быстрых платежей. Ну и в заключение от себя хотела бы добавить: попробуйте прямо сегодня воспользоваться системой быстрых платежей. Это действительно удобно и выгодно. Ну что ж, Аза, спасибо вам за то, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо за интервью. Я желаю успехов вам в работе. Спасибо огромное. Спасибо за то, что нас пригласили. Мы всегда готовы донести до наших жителей всю самую нужную и важную информацию.
Спасибо, Аза. Ну что ж, а я напоминаю, что в гостях у нас сегодня была Аза Мамилова, заместитель управляющего отделением Банка России по Республике Ингушетия. Ну что ж, друзья, на этом наша программа не заканчивается. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет еще много интересного. Прокурору города Карабулак в Ингушетии удалось отстоять права на выплаты за аварийное жилье 13 семьям, сообщает пресс-служба надзорного органа региона. В 2016 году городская администрация признала дома пострадавших людей аварийными. 2 строения были ликвидированы, однако новое жилье они не получили. Коллективное обращение поступило в прокуратуру. Для восстановления нарушенных прав заявителей прокурор направил в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации и обязании предоставить заявителям благоустроенное жилье. Решением суда требования прокурора удовлетворены, сказано в сообщении. Отмечается, что аварийщикам выплатили около 25,5 миллионов рублей выкупной стоимости за помещения в аварийных домах. Расширение высокогорного курорта Арымхи в Ингушетии, включая строительство новых гостиниц, канатных дорог и лыжных трасс, позволит к 2030 году увеличить турпоток в регион до 465 тысяч человек в год. Об этом сообщил первый заместитель главы правительства республики Олег Фурсов на заседании Комитета по экономике Совета Федерации. Цитата. «Для полноценного функционирования курорта Арымхи и дальнейшего развития туристско-рекреационного потенциала республики, расширение спектра предоставляемых услуг сферы туризма, а также увеличение номерного фонда республики в связи с динамикой роста туристов, необходимо расширить внешнюю инженерную инфраструктуру, построить канатные дороги, лыжные трассы, ввести дополнительно новые гостиницы. Скорейшая реализация работ по расширению курорта Арымхи позволит достичь к 2030 году увеличения турпотока до 465 тысяч человек в год и объема туристских услуг до 600 миллионов рублей в год». Конец цитаты. По словам вице-премьера, к 1 октября этого года номерной фонд курорта Арымхи увеличен до 105 единиц, а турпоток на курорт составил 10,5 тысяч человек. Ранее Фурсов сообщал, что на 1 сентября турпоток в республику составил 77 тысяч человек, когда, как за аналогичный период прошлого года, республику посетили 43,5 тысячи человек. По данным Росстата, объем платных туристских услуг за 2020 год составил почти 61 миллион рублей. В 2019 году 55 миллионов рублей. Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт Арымхи начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джайрахского района Ингушетии на высоте 1500 метров над уровнем моря и занимает территорию более 2000 гектаров. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом. На финансирование мероприятий госпрограммы комплексного развития сел, направленной на улучшение жилищных условий граждан, Ингушетии ежегодно необходимо дополнительно не менее 300 миллионов рублей. Об этом сообщил в ходе Дней Республики в Совете Федерации исполняющий обязанности первого зампредседателя правительства министра природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев. Средства, выделенные в 2020-2021 годах в рамках программы, были направлены на улучшение жилищных условий молодых специалистов и молодых семей, проживающих в сельской местности. По словам Евлоева, за 2 года было построено более 5 километров распределительных сетей газоснабжения и более 9,5 километров локальных сетей водоснабжения. Был благоустроен район новостроек сельского поселения Плиева. В 3 населенных пунктах были построены ФАП, Дом культуры, спортивные площадки, водопровод, установлено очистное сооружение и завершено строительство 11 километров дорог и многое другое. Министр Ингушского экологического ведомства отметил, что проблемой реализации программы является низкий объем финансирования из федерального бюджета. Так, в органах местного самоуправления по региону состоят более 3000 граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия в рамках мероприятий программы. При этом, с учетом лимитов государственной поддержки, за период 2020-2021 годов были улучшены жилищные условия лишь 40 гражданам из 3000 изъявивших желание. Свыше 4000 субъектов малого и среднего предпринимательства, позволивших создать около 6000 рабочих мест, зарегистрировано в Ингушетии с начала года, передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на слова председателя парламента региона Магомеда Тумгоева. Он отметил, что для привлечения инвестиций в объекты региона, создания новых предприятий и модернизацию существующих, парламентом Ингушетии принят закон о предоставлении в республике инвестиционного налогового вычета при исчислении налога на прибыль организации. На эффективное использование
использования в экономике инвестиций направлен также республиканский закон о гарантиях частных инвестиций. Подробно прописан порядок заключения специального инвестиционного контракта в законе о промышленной деятельности и промышленной политике, добавил Тумгоев. В 2022 году прожиточный минимум в целом по России составит 12 654 рубля на душу населения, следует из поправки Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы. Для трудоспособного населения его величину установили в размере 13 793 рублей. Для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля. Комиссия для регулирования цен на продовольственные товары может появиться в Совете Федерации. С такой инициативой выступил сенатор Евгений Савченко. Политик обратил внимание, что зачастую российские цены на товары первой необходимости растут из-за зависимости экономики страны от мировых тенденций. В связи с этим парламентарий предложил создать комиссию, которая занималась бы выработкой законодательных мер, направленных на регулирование цен независимо от глобальной конъюнктуры. Ну что ж, друзья, на этом выпуск программы «Экономика» ему подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Увидимся через неделю.